Магомедовым. В рамках этого сезона Надал одержал 4 победы, удушающими над Ян Кангбао, решением над Джесси Ронсетом, удушающим уже в первом раунде над Рэмси Ниджимом, и в полуфинале Айдалой Раджабов. По прозвищу Лапа Ягуара 29-летний спортсмен из Таджикистана представляет клуб «Акбар». Живет и тренируется в Германии, периодически то в Дюссельдорфе, то в Дрездене. Но до того, как переехать жить в Германию, он несколько лет провел в Москве и тренировался также в столице нашей родины в нескольких клубах. Профессионально Раджабов выступает с 2012 года, начинал в Таджикистане, но с 2016 осваивает западноевропейские промоушены, имея на счету 11 побед в 11 поединках, из них 6 нокаутом и 4 удушающими приемами. Принял участие в регулярном сезоне ПФЛ. В первом бою решением уступил Рашиду Магомедову. Во втором туре раздельным решением одолел Ильеса Жируна и прошел в плей-офф с 3 баллами с 7-го места. В четвертьфинале против Ислама Мамедова судьи насчитали ничью, но дальше пропустили Лоика. В полуфинале он решением одолел Криса Уэйда. Это было настоящее побоище. В общем, с огромным трудом, но все-таки прорвался в финал Лоик Раджабов. И давайте смотреть, как сейчас будут развиваться события. Соперник у него очень грозный. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a wrestler, standing at 5'8", weighing in officially at 155 pounds. In 15 professional bouts, he has a record of 13 victories, 1 defeat, and 1 draw, with 10 wins by stoppage. He is the number 7 seed, fighting out of Dushanbe, Tajikistan. Here is Louis Jaguar Paul Rajaban. His opponent, fighting out of the red corner. He specializes in judo, standing at 5'10", officially weighing in at 154 pounds. In 23 professional bouts, he has a record of 19 victories, 3 defeats, and 1 draw. He is the number 1 seed and was last year's PFL lightweight champion, fighting out of Joinville, Brazil. Here is Natan Russo Shaw. Your referee in charge, Mike Beltran. Харизматичный Майк Бельтран рассудит Натана Шульта и Лойка Раджабова. Это финал Professional Fighters League 2019 в легкой весовой категории. Смотрим, с точки зрения антропометрических показателей, преимущество у Натана Шульта и в размахе рук, и в размахе ног, но совсем небольшое. Мощно начинает Лойк Раджабов, атакует по корпусу. Зашел правый боковой, на коротке отвечал локтем Шульта, и видно, что Раджабов пытается навязать как можно более агрессивный бой с самого начала, причем на средней и ближней дистанции. Да, идет вперед спортсмен из Таджикистана, выбрасывая огромное количество силовых ударов. Но, наверное, Раджабову выгоднее, чтобы этот бой не затягивался. Шульта, да, парень выносливый. Да, и отлично борется. Хотя эти же слова можно адресовать, наверное, и к Раджабову. Но все-таки, опять же, преимущество на стиле, скорее всего, будет за бразильцем. Еще одна комбинация. Через блок попал слева Раджабов. Клинча так прощупывал Шульта Лойка. Понял, что бесперспективная позиция в борьбе, и отпустил. Мы слышим, как поддерживают Раджабова в Нью-Йорке. Как будто бы выступает дома. Действительно, свистывали Шульта, когда его объявляли. По-прежнему в стойке левши работает Лойк. Пока все видит Шульта. С реакцией все в порядке.
стороны кажется, что после взвешивания Лойк набрал побольше килограммов. Хороший фронт-кик от Раджабова. Оба работают в стойке левши. В стойке Лойк не проигрывает пока. Я бы даже сказал, что на руках он активнее. Правда, сейчас вот очень хорошо попал справа Шульте. Также правый по корпусу отвечает Раджабов. Первая половина первого раунда, и на наших глазах продолжается борьба за инициативу. Попал сейчас Шульте и повело. Лойка Раджабова взвинтил темп. Тут же бразилец. Сейчас постарается перевести дело на настил. Сумел ли остановиться Лойк? Тревожный момент. Со второй попытки получается бросок у Шульте, но сразу же оказывается на ногах и вновь на настиле Лойк Раджабов. Диагональный контроль. Наверняка постарается зайти в полный маунт бразилец. 2 минуты есть еще в первом раунде. Боковой точно в челюсть пропустил Лойк. Одним движением, одним рывком сейчас Натан может оказаться в максимально опасном положении. Прихватил шею. Да, на гильотину пытался Шульте взять Раджабова, не получилось. Ну что ж, с другой стороны, Лойк активно сейчас уже обороняется. Это значит, что он восстановился. Разрывается дистанция и необходимо реваншироваться. Эпизод отдал Раджабов. Но мы уже имели возможность не раз убедиться в том, что Лойк Раджабов очень стойкий боец, который может действовать вопреки усталости, вопреки большому количеству пропущенных ударов. Справа по корпусу. Хорошо Лойк достал соперника. Да, держать удар Лойк умеет. Сейчас попал тоже неплохо Раджабов правым кроссом. Кто лучше в клинче? Ногами, в принципе, больше работает бразилец. Вылетела капа у спортсмена из Таджикистана. И поединок продолжается. Минута до окончания первого раунда. Вновь неплохо встречает Лойк, идет вперед. Снизу пробил. Статистика говорит о том, что небольшое преимущество по точным ударам 22-17 на стороне Раджабова по итогам первого раунда, который еще не закончен. 30 секунд. Но самый опасный удар все-таки за Шульте. Ну, плюс еще 2 тейкдауна. В общем, примерный паритет. Сложно сказать, кому отдадут первый раунд судьи. Очень важна концовка. Хороший апперкот от Раджабова. Через руку справа. Так, ждем раунд под номером 2. Сейчас на повторе тот самый удар, который едва не стал роковым для Лойка Раджабова. Начинается второй раунд. Легкая весовая категория. Хорошо сейчас попал Раджабов левым через руку на первых же секундах. Как только встал в левшу Натан Шульте, тут же сразу начал перебивать Лойк. Шульте не меняет стойку. Только сейчас скачки здорово. Просто включил инстинкт убийцы сейчас Раджабов. Продолжает прессинговать боец из Таджикистана. Меняет стойки Шульте. И есть ощущение, что бразилец не может приспособиться к такой вот
силовой, да, кто-то скажет, что прямолинейный, но, в принципе, эффективной манере Лойка Раджабова. Аккуратнее нужно быть с пальцами. Именно об этом сейчас наблюдал Майк Бельтран. По корпусу мидл. И тут же серия с рук от бойца из Таджикистана. В разрез попадает. Тейкдаун навстречу. Не получился, но выиграл позицию в итоге. Шульте, как же так? Вынужденно был бразилец перейти к борьбе. Он просто вчистую проиграл начало раунда в стойке. И сейчас выходит вновь на ногах, оказывается, Раджабов. Продолжает идти вперед. Выбрасывая удары по корпусу слева, в голову дважды. Просто разносит во втором раунде Лойк Раджабов Натана Шульте. Да, причем делает все академично, не торопясь, хладнокровно. Да, похоже, что Натан немного поплыл. Колено пробить не получилось. Через руку и слева, и справа пытался пробить Лойк Раджабов. Коленом здорово. И тейкдаун. Надо выбираться и желательно сделать это максимально быстро. Диагональ. Около 20 ударов в голову пропустил Шульте в начале второго раунда. И сейчас Раджабов вновь очень легко встает. Сколько сил Шульте потратил и ничего не извлек из этой позиции. Продолжает бить Лойк Раджабов соперника. Контролирует дистанцию. Причем абсолютно не опасается ударов оппонента Лойк Раджабов. Руки все время опущены. Даже в каком-то отношении издевательски это выглядит для такого опытного и матерого бойца, как Шульте. Пропускает удар за ударом. Натан Шульте. Да и ничего не остается в позицию, кроме как прессинговать, пытаться зажать Лойка Раджабова у сетки. Выходит с рывком на дальнюю дистанцию боец из Таджикистана. Серия боковых ударов. Просто уже устал Лойк бить апперкоты справа. Капа опять вылетела. Сложно сказать, в челюсть попадает. С лоу-киком подходит на ближнюю дистанцию Натан Шульте. 2 минуты до окончания второго раунда. Бельтран останавливает поединок и возвращает в капо. Который уже второй раз вылетает изо рта у Раджабова. Коленом по корпусу. Нет сил у Шульте, похоже на то, чтобы перейти в очередной раз к борьбе. Очень напряженный бой. С ближней дистанции сначала справа точно попал Раджабов. И сейчас очередная попытка прохода в ноги от Натана Шульте. 1,5 минуты всего лишь остается до окончания второго раунда. Да, срочно Лойк в своей карьере не проиграл, да и вообще проиграл только Рашиду Магомедову, и все. Очень переживает супруга Натана Шульте. Да, бой для бразильца получается очень непростым. Напомним, что Шульте выходил на этот поединок в качестве очень серьезного фаворита. Но Раджабов, судя по всему, имеет собственное мнение по этому поводу. Просто шикарный второй раунд Лойк проводит. Да, настрой просто запредельный у этого спортсмена из Таджикистана. Вышел как на последний бой в своей жизни Лойк Раджабов. И во втором раунде устроил, в общем, настоящую проверку на прочность Натану Шульте. Еще один апперкот. Вновь попытка зайти в борьбу от бразильца. Такое ощущение, что Лойк немного экономит силы, не вкладывается на все 100 эти удары. Вот сейчас колено хорошо выбросил. У Раджабова в карьере есть один 5-раундовый бой. Он выиграл его у Дамира Михайловича и стал тогда чемпионом организации German MMA Championship. Натан Шульте 5 раундов в клетке провел против Рашиды Магомедовой. Тогда одержал победу решения. Забирает спину Раджабов, но уже в последние секунды и еще один эффектный тейкдаун. Без вопросов выигрывает второй раунд Лойк Раджабов. Во втором раунде. В уклонах сейчас хорошо сработал бразилец. Дважды достал соперника и левой, и правой рукой. Лоу-кик. Мимо цели.
цели. А вот сейчас удар оказался точным. Просто пытаются сломать друг друга оппоненты. И два кумулятивных панчера, но на ближней дистанции. Лоу-кик, и здесь с трудом выставил сейчас Раджабов, сил мало. Колено от Шульте. Не получилось провести бросок, и вот сейчас уже видно, насколько сильно Лойд Раджабов устал. Бразилец, конечно, тоже явно не свеж. Последняя минута третьего раунда приближается. Он показывает общую статистику по ударам руками, ногами. И на пользу Раджабова. Да, интересно, какова статистика именно по третьему раунду, потому что отрезок, вот так, визуально очень близкий, очень равный. Хорошее попадание от Раджабова. Самые опасные комбинации получаются, когда Лойку удается проваливать соперника. И дальше несколько ударов сразу заходят в цель. Левый боковой прошел у Шульте, 30 секунд. О, лоу-кик какой! Еще один! Атака от Натана Шульте. Там очень серьезные проблемы с левой ногой у Раджабова. 20 секунд и перерыв очень нужен Лойку Раджабову сейчас. Бросается он вновь в борьбу, накрывает его Натан Шульте. Очередная порция ударов выбивает буквально ногу из-под Раджабова, запрыгивает фулл-маунт. А Натан Шульте внимательно смотрит за происходящим Майк Белтран, но времени у бразильца уже не остается. Третий раунд завершен. Впереди еще 10 минут боя. Итак, четвертый раунд. Смотрим. Шульте идет вперед. Раджабову необходимо беречь поврежденную ногу. Очередная попытка перейти к борьбе. Клинч. А вот сейчас, пока есть силы, Лойк пытается провести все-таки тейкдаун. Шульте перехватывает инициативу. Да, в стойке оставаться Лойк не хотел. Финтит со стойками. Активно старается работать корпусом. Лойк Раджабов. Руки опущены, сил не так много. Шульте продолжает прессинговать. Еще ни одного лоу-кика не было в этом раунде от бразильца. Старается как можно больше перемещаться Раджабов. И после одного единственного лоу-кика сразу же падает Лойк, и в фулл-маунте оказывается Шульте, но в отличие от предыдущего раунда времени просто огромное количество у бразильца. Плотнейший захват, замок вернее. Возможно, там после первых лоу-киков получил травму Лойк. Не развивает пока толком успех Шульте, но удушающий через руку пытается выйти. Ну, один из коронных приемов Натана Шульте. Именно так он одолел Ахмеда Алиева. Причем для проведения этого приема он не переходит в боковой контроль. Три минуты. Пробует взять захват с другой стороны. Шульте. Раджабов пока что успешно обороняется, пытается выйти из этой позиции, встает. Оказывается на ногах все-таки Лойк, еще один лоу-кик. Левая нога полностью. Лойка, да, ему остается только бороться. Впереди очень много времени. Тяжелейший бой. Травма действительно мешает Лойку. Фактически он может работать только в правосторонней стойке. Да, очень легко заходит в фулл-маунт вновь Натан Шульте. И силы не тратит на удары.
сразу заходит под удушающую чередовку. Он, судя по всему, выносливость становится ключевым фактором в этом противостоянии. Очень тяжелый бой для бразильца. Устраивается поудобней, так скажем, Шульте. И никуда не торопится. Пытается выйти Лойк Раджабов. И берет на узел плеча соперника. Да, опаснейший момент. Но все-таки сил уже практически не остается у Раджабова. На чеку был Натан Шульте. Минута 20 до окончания 4-го раунда. Продолжается бой, и бразилец в позиции диагонального контроля. Раджабов вновь пытается встать. И отдает шею. Есть замок. Тяжелейшее положение для Раджабова. Срывается. Вышел с честью Лойк и из этой ситуации. Но с большим трудом проигрывает он раунд. Да, вслед за третьим слышим русскую речь. Остается 40 секунд до окончания предпоследнего раунда в этом противостоянии. Если первый раунд отдали Лойку, то счет по отрезкам может быть 2-2. Но за счет чего Раджабов может выиграть в 5-м раунде? Что ж, последние мгновения 4-го раунда. Натану Шульте удалось получить серьезное преимущество в этом отрезке боя, но не удалось выиграть досрочно. Перерыв и затем раунд под номером 5. Садится Лойк Раджабов, там сразу прикладывают лед. Смотрим повторы. Попал в икроножную мышцу и тут же стало невыносимо больно Лойку. Обрушился он на настил. Да, причем он может наступать на поврежденную ногу. С этим, к счастью, проблем нет. А вот как только получает удар туда, там все становится сразу же очень плохо. 5 минут максимум еще могут провести спортсмены в клетке в этом поединке. Вот сейчас кричат Натану Шульте: давай соберись, 5 минут. Итак, смотрим. Идет вперед бразилец. Нельзя застаиваться в сетке. Хорошая атака, сдвоенная получается у Раджабова. Боковой удар мимо цели. Хорошо, сейчас джебом встретил Шульте. И пока что не использует. Ждет, чтобы наверняка попасть своим лоу-киком Натан Шульте. Соревнование в тайминге. Здесь выиграл Шульте. А вот лоу-кик под другую ногу, под здоровую. И все равно борьба начинается. Но есть захват под одну ногу от Раджабова. И посадка отлично. За спиной Раджабова оказывается у соперника впервые в этом поединке, но с легкостью стряхивает его с себя Натан Шульте и перехватывает инициативу. Сам за спину зайти не сумел в стойке. Но и спортсмены через руку попадает Лойк. До этого был точный джеб. Еще одна комбинация от Раджабова. Еще один апперкот точно в цель. Как в первом раунде работает Лойк. Молодец. Казалось,
казалось, что в четвертом раунде Раджабов на последнем издыхании, но сейчас нашел в себе силы. И вновь есть вариант у него в этом раунде не то что зацепиться, а выиграть у соперника. Я имею в виду именно в рамках этой пятиминутки, а там действительно, если первый раунд отдали Раджабову, и он выиграет этот раунд, то Maşallah. держит победу, выигрывает позицию в борьбе. Боковой контроль. 3 минуты. Торопиться не надо. И, судя по всему, Шульте слишком много сил оставил в четвертом раунде. Так же, как Владимир Раджабов очень много сил оставил во втором. Продолжает контролировать данное стиле. Ловит соперника. Но совсем, если ничего не будет делать Раджабов, конечно же, Бельтран вмешается и поднимет бойцов. Раджабов оказывается в гарде соперника. Блин. Как же тут! Здорово! Просто блестяще сработал Натан Шульте, и теперь уже бразилец атакует в партере. Феноменальная техника бразильца. Встали соперники. И попадает апперкотом право через руку, точно в цель от Раджабова. Опять бросается он под одну ногу. Прихватил оппонента за шею. Вынуждает обороняться бразильца. Лоик Раджабов. Крутит всей массой Лоик. Что получится или нет? Застыли спортсмены. Отсюда не видно, насколько плотный захват, но похоже, что ничего не получится здесь. Одну руку все время оставляет на настиле Шульте. Из этой позиции бить коленом голову нельзя. Разворачивает Шульте соперника, но все-таки отдает спину. Здесь стряхивает очень легко и проворно. Разобрался в этой ситуации Натан. Опять боковой контроль. И остается минута до конца боя. Перемещается в позицию диагонального контроля Шульте. Опасная ситуация. Может сейчас попытаться провести удушающий прием бразилец. Но Раджабов, конечно же, наблюдал за тем полуфиналом между Ахмедовым и Шульте. Отползает к сетке Лоик Раджабов. Пытается встать. Пытается заблокировать его ноги. Натан Шульте. Блядь. Раджабов Блин. наносит удары снизу. Хы. Но даже если продержит Шульте Раджабова на настиле до конца этого раунда, Блин. на мой взгляд, все-таки Лоик сделал больше в этом отрезке для того, чтобы одержать победу. Но мы не знаем, что там в судейских записках. Это точно. Бля, похи. Показали. Последние секунды Бля. Раджабова. Но позицию он не выиграл. Эй, бля. Провести Натану Шульте, и бой заканчивается. Поднимает победные руки. Натан. Но давайте дождемся судейского вердикта. Да, потому что здесь все не так просто. Однозначно Раджабов выиграл второй раунд. Да, первый раунд был очень близким, а второй раунд Раджабов выиграл, третий и четвертый. Ну, с вероятностью близкой к 100% выиграл Шульте. И пятый также получился очень конкурентно. Поэтому ключевые пятиминутки — это первая и пятая. Уже начинают праздновать близкие Натана Шульте. Но бой получился очень тяжелым для обоих и очень тяжелым для Натана. Отличный финал. И опять же, это одна из самых конкурентных весовых категорий. До 70 килограммов. В любом случае, как бы сегодняшний поединок не закончился, чью бы руку не подняли вверх, Лоик Раджабов становится настоящим открытием этого сезона в ПФЛ. Никто не ожидал от этого парня из Таджикистана, причем, что он вообще дойдет до финала, что он покажет такие великолепные поединки.
Напомним, что победитель получает приз в $1 миллион, а проигравший 200 тысяч. Тоже очень серьезный гонорар. Шульте второй раз доходит до финала. Да, в первом, соответственно, он единогласным решением выиграл у нашего Рашида Магомедова. Сейчас вновь финал, вновь бой дошел до решения. А вот каким оно будет? Единогласным или нет? Узнаем совсем скоро. Да, причем плей-офф предыдущего сезона складывался для Шульта гораздо сложнее, чем в этом году. Тогда была ничья против Джонни Кейса. Раздельным решением только в полуфинале он одолел Криса Уэйда. И затем 5 раундов провел в клетке с Рашидом Магомедовым. А в этом году он Рэмси Нихима одолел приемом в первом раунде. Ахмеда Алиева во втором раунде задушил. Но вот сейчас финал получился очень тяжелым. Вот Лэнс Палмер уже празднует свою победу. И Новый год заодно. Статистика по ударам, просто какие-то кошмарные цифры, действительно впечатляющие. 117 на 120, ну практически полный паритет. А Лойк Раджабов гораздо больше попал руками, 103 раза против 68 у соперника. Ногами, соответственно, лучше работал Шульте, 39 на 11 по точным. И по 3 тейкдауна. Близкий бой в целом. Да, если бы как в One Championship был бы сквозной подсчет очков, тогда бы вообще было просто невероятно сложно определить победителя. Так тоже сложно. Но за счет второго раунда могло бы быть очень серьезное преимущество у Лойка, если бы считали очки по системе One FC. Итак, слушаем. Лилиан Гарсия. Ladies and gentlemen, after 5 rounds of action, we go to the judges' scorecards. And the totals are 49-44, 49-46, and 48-47. All for the winner by unanimous Единогласное decision. решение. Your newest millionaire and the 2019 PFL Lightweight Champion of the World, Натану Шульцу отдают победу. Один судья посчитал 3-2 в пользу бразильца и двое других, насколько я понял, 4-1. По раундам, ну что ж, поздравим Лойка Раджабова с выдающимся выступлением и по ходу сезона, и в этом бою. Но победу в сезоне одерживает Натан Шульц. Майк Тайсон на наших экранах. Вручает он пояс Шульте. 오케이, 맞지. 그다음에 되고. Рейсефа, Али глава Абдул-Азиз. Fighters League на наших экранах. И там же был вон Али Абдул-Азиз, соратник Хабиба Нурмагомедова. И его ближайший помощник на территории США, в первую очередь. Рэнди Кутюр с микрофоном. Nathan, amazing performance, grinding fight, torrential pace. How did you feel in this? Невероятный бой, отмечает Рэнди Кутюр, в высочайшем темпе, с огромным количеством ударов. Что чувствуешь? I love fighting. I love it training. Thank you everybody here. My family, my wife is here. Шульц My всех family, благодарит, свою семью, свою супругу, my coach, тренеров. Parrumba, Macarrão. Thank everybody. I love it. I love it. Thanks so much. God bless you. Ladies and gentlemen, back-to-back championships. Nathan Schultz. Поздравим еще раз Натана Vou Шульца. deixar um recado aqui porque eu vim de uma família humilde, eu vim de uma terra humilde e eu queria agradecer muito a Deus, a Jesus Cristo por estar abençoando a minha vida
agradecer tudo isso, mas eu agradeço muito a Jesus Cristo e a honra e a glória é sempre dele, em nome de Jesus Cristo, amém. I И come from благодарит a humble Господа beginning. за то, что, I come в from общем, a poor city, удалось from a poor одержать эту family. победу. I'd like to thank everybody here